За двором Раисы Матиевой начинается настоящая сказка. Палисадник украшен яркими цветами, душистыми травами и изящными клумбами, создавая неповторимую атмосферу уюта и красоты. Ухоженные газоны и деревянные насыпи приглашают гостей расслабиться и насладиться природой. Фонтан, журчание воды создает мелодичный фон для отдыха, а каменный тротуар ведет к скрытым уголкам сада, где можно уединиться и отдохнуть. Многолетний труд хозяйки полностью отразился в этом удивительном саду, ставшем настоящим произведением искусства. А все началось в 2005 году, когда Раиса переехала сюда жить с мужем. Как мы въехали во двор, труды с того дня и начались. Несмотря на то, что и постройки близко не было, мы все равно сажали, высаживали, потом все дополнялось стройками. А так вообще, да, я иду в маму, у меня мама очень любила, всем этим занималась. Но вся семья носит свой труд, у каждого свои обязанности, каждый понемногу, по чуть-чуть. Кто дома, кто за пределами, приезжает на каникулах, как бы вот так. Теперь этот уголок стал местом притяжения для всех гостей хозяйки. Здесь расположилась уютная беседка, покрытая пышной зеленой лианой и ягодами ежевики. На столе всегда свежий чай или ароматный кофе, на который часто собираются соседи и родственники Раисы. Многие приходят за советом по ведению садоводства. Первое, допустим, граната у меня, хурма у меня растет. Я не знаю, к цветам они относятся или как. Есть такое. Ну и все остальное. Не знаю, насколько они экзотичны, честно сказать. Стартовавший в этом году конкурс «Фестиваль цветов», инициированный главой Ингушетии, стал отличной возможностью для Раисы Матиевой продемонстрировать созданное и побороться за звание владельца лучшего сада в республике. Первый этап успешно пройден. Теперь Раиса ждет оценки комиссии на втором этапе. Призовой фонд фестиваля цветов составит 1 миллион рублей. За первое место учрежден приз в 300 тысяч рублей, за второе 200 тысяч, а за третье 150 тысяч. Остальные участники конкурса, занявшие с 4 по 10 место, получат по 50 тысяч рублей. Раиса уже знает, на что направить деньги в случае выигрыша. Теплицу хочу выращивать, цветочки в теплице. Есть такое. Помидоры, огурцы. Это тоже у меня маленький огородик. Тоже любитель. Ну и хорошие экзотические цветочки где-то докупить. Где-то вот так. А так больно не думала о выигрыше, честно сказать, не знаю даже. В этом году растеневодов ждет 2 конкурса от главы региона. Второй – лучшее личное подсобное хозяйство, которое уже 4-й год пользуется огромной популярностью. Призовой фонд, как и в прошлом году, составит 3 миллиона рублей. За первое место победитель получит 500 тысяч рублей, второе место 300 тысяч, третье 200 тысяч. А последующие 20 участников получат поощрение в размере 50 тысяч рублей. А вот и участница конкурса на лучшее ЛПХ Раисхан Чумакова. Зелень, огурцы, помидоры, баклажаны, перец и другие овощи на ее столе только домашнего производства. У нас много чего. Вот деревья, груши, сливы, разные виды. Малина, черника, все есть. Мне подсказали, что конкурс Ешанян. И я сказала мужу, что администрации Вахвахи Хажиян. И он пошел, посмотрел, что принят заказ. Да. Благодаря таким конкурсам у жителей региона есть возможность показать свои достижения в области сельского хозяйства, получить финансовую поддержку и признание за свой труд. Инициатива Махмуда Али Калиматова способствует сохранению традиционных сельскохозяйственных знаний и методов, что важно для сохранения культурного наследия региона. Зелимхан Кулоев, Адам Гулоев, Акрамат Досхоев, Магаз 24.